И его стиль бразильское джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he's 31 years old, standing 180 centimeters tall, official weight 77.6 kilos. As Brazilian jiu-jitsu specialist with professional record 10 victories and 4 losses. Из города Ош, Кыргызстан, приветствуйте, Тилек Машрапов! Его соперник в красном углу клетки. And his opponent fighting in the red corner. Бойцу 31 год. Рост 175 сантиметров, вес 77,7 килограмма. Профессиональный рекорд 30 побед, 11 поражений, его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's 31 years old. He stands 175 centimeters tall. Official weight 77.7 kilos. He's MMA specialist with professional record 30 victories and 11 losses. Из Боксана, Россия, Фатал Али Шал Багов! Рефери поединка Максим Протасов. Максим Протасов рассудит данный поединок. Слушаем моей команды и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. По углам. Все готово к началу. Али Багов против Тилека Машрапова. На ваших экранах статистические выкладки. На 5 сантиметров ниже Али Багов. Но, в принципе, когда ему это мешало? Первый раунд. И тут же сразу идет в проход. ногу. Али Багов сразу с козырей заходит. Удачно. Али Багов начинает контролировать сверху. Тилек пытается подняться. Ему это удается, но нога по-прежнему в захвате. Да, плотно прихватывает ногу, пытался подсечь и все-таки перевел Али Багов. Но тут И сам Тилек Машрапов что бросает делает? соперника. Но, да, вот сейчас бросил на канвас. Оказывается сверху. Да, принимает эту борьбу. Тилек Машрапов совершенно не тушуется. Теперь начинает работать сверху. В закрытом гарде бьет по корпусу. Опять же, не забывайте, Тилек Машрапов выходит на коротком уведомлении. Последний поединок он провел в 2019 году. Да, мало того, что короткое уведомление, так еще и против одного из сильнейших бойцов организации. И сейчас он оказывается сверху в партере. Бьет по голове Али Багов. А как активно, кстати, в Сочи поддерживают Тилека Машрапова. Приехали сюда его поклонники, его болельщики. Пока не дает возможность подняться Тилек и пытается быть активным. Наносит удар. Али Багов показывает рефери, что все в порядке. Он все контролирует. Попытался оттолкнуть Машрапова от себя. И удар плотный попадает справа. Тилек Машрапов. Отличная атака прошла у Машрапова. Багов пытается набросить ноги. Придерживает он руки. Ты знаешь, когда мы говорим про короткое уведомление, то, естественно, в первую очередь подразумеваем трудности для того, кто выходит на этом коротком уведомлении. Но зачастую бывает и так, что это представляет определенную проблему для того бойца, который вынужден драться совершенно с другим человеком, нежели к которому он готовился. Тут тоже есть свои сложности, потому что подготовка, лагерь. Да, строится под соперника, как правило, но Али Тут приходится импровизировать. Али Багов в интервью сам сказал, что попросил дать ему любого бойца, когда узнал, что Хиром Магомедов снялся, потому что он уже тогда сбросил 6 килограммов, оставалось совсем немного, и говорил, что процедуру весогонки ему через 2 недели, когда состоится следующий турнир ACA, где предлагался бой, Багова уже не пройти, поэтому ему нужно было подраться здесь и сейчас. Ну и здорово, что поединок все-таки состоялся. Точнее, еще не состоялся, но уже идет. И мы видим, что конкуренция прекрасная получается. По крайней мере, на текущий момент. В первом раунде это точно. Тилек Машрапов поставил свои ребусы перед Али. При этом Машрапову предложили не кратковременный, краткосрочный контракт, а на длительную перспективу. То есть он будет выступать в организации ACA еще какое-то время.
Да, и остается только догадываться, как он сможет себя проявить в дальнейшем. Ну а теперь борьба в стойке. Пробивает сейчас коленом, подсушивает бедра Багов своему оппоненту. Продолжается борьба у сетки. Да, снова корпус в корпус идут. Клинч. Колено. И отвечает также коленом Телек Машрапов. Телек здорово сдерживает натиск соперника, пока Али Багов ничего не может сделать, кроме контроля. По корпусу бьет Али Багов, пытается тут же моментально сдваивать удары, наносить его в голову. Сейчас попал. Но плотно прижимается Телек Машрапов. Вот так вот локтем отжимает Али Багов. Разрывает дистанцию. Так, ну что, может быть, будет что-то в стойке? Нет, Али Багов ничего не изобретает. И останавливает его. Телек Машрапов, но отдает, правда, шею. Это, кстати, очень опасно для Телека Машрапова. Но нет, выходит он из-под этого захвата. 15 секунд до конца. Пытается отжать от себя соперника. Телек забирает за спину. корпус. Заходит за спину Телек Машрапов. Пропускает локоть. Наотмашь бьет сейчас, не видя оппонента. Али Багов, раунд окончен. Ну что ж, очень интересный получился первый раунд. Не ожидали мы от Телека Машрапова где-то на замену и готовился под Али Багова. Потому что великолепно пока проводит этот бой. Смотрим дальше. Итак, второй раунд. Бросает лоу-кики, опять идет в ноги. Оформляет тейкдаун Али Багов. Пытается отключить ноги сейчас Али Багов сопернику. По прозвищу Халк. Али Багов контролирует корпус. Пытается защищаться Телек Машрапов. Выставляет колено. Не пускает пока что на ударную дистанцию Али Багова. Поддерживает и Али Багова активно в Сочи. Отключает руку. Но пытается подняться Телек Машрапов. Ему это удается. И проход в одну ногу сейчас от Али Багова. Но нет, не получилось. Колено бросает Телек Машрапов. Снова борьба в стойке. Пробивает боковой удар. Али Багов снова контролирует соперника у сетки. Ну что, будет ли бросок? Подбивает он бедра. Отвечает коленями Телек Машрапов. Телека может подвести его выносливость, потому что понятно, что за неделю подготовиться функционально к поединку просто невозможно. Ну и, конечно, чисто визуально Али Багов выглядит помощнее. Ну, впрочем, погабаритнее. Али Багов выглядит габаритнее большинства своих оппонентов. Это да. Поэтому и Халк. Пока контролирует у сетки и наносит удары Али. Говорил о том, что поединок с Хирагмагомедовым у Али Багова будет неизбежным. Рано или поздно придется сойтись, потому что Хирагмагомедов сейчас находится на 3-й строчке. Но когда это будет, уже вопрос. Ну и ты знаешь, тут можно говорить о том, что Телек Машрапов, ну, в принципе, я думаю, уже сейчас можно сказать о том, что он хорошо заменил Хирагмагомедова. То есть он дает конкуренцию. И забирает сейчас на какой-то момент спину Телек Машрапов, но оказывается сам на спине, на канвасе. Видно, что тяжело дышит уже Телек Машрапов. Об этом мы и говорили, что функционально будет проседать. Чем дальше поединок будет заходить, тем сложнее будет Телеку Машрапову. Открытый гард.
Контролирует Али Багов. Не дает подняться Машрапову. Ну, пока что, если, конечно, вот за эти оставшиеся минуты Телек ничего не придумает, то можно сказать, что раунд однозначно забирает Али Багов. Так, попытка выйти на удушение со спины от Али Багова. Хорошая Заправил позиция. обе руки. Только не совсем понятно. Нет, защищался, вышел Тильбек Машрапов. Не закрепился там должным образом. Али Багов на спине пытался выполнить удушающий прием. Не получилось. Оказываются сейчас снова в партере. И Али Багов вновь на спине. Телек сверху. Открытый гард. Телек Машрапов наносит удары. Пытается отвечать Али Багов. Старается быть активным даже на спине. Ну и Телек обрабатывает корпус, переводит на голову. И что интересно, опять концовка и Машрапов сверху. Вопрос, сколько он продержится сверху и сможет ли до конца быть активным. Полминуты остается с небольшим. 30 секунд. Телек Машрапов пробует выйти на оперативный простор. И попытка выйти на армбар. Вытянуть руку на болевой. Не получилось. Отбивается, бьет хаммерфистом Али Багов. И тут же по корпусу отвечает Телек Машрапов. Пробивает боковые удары Телек. Здорово. Апкик. Апкик. Ну и сейчас будет гонг. И поддержим спортсмена! Ваши аплодисменты! Дать звезды на коротком уведомлении и дать конкуренцию, это дорогого стоит. Итак, третий заключительный раунд. Али Багов против Телека Машрапова. Размениваются ударами. Телек понимает, что Али Багов будет проходить. Ну да, стандартная работа. Раз-два и в ноги. Фронт-кик был мощный достаточно от Али. Забирает Багов одну ногу, но пока нет перевода. Поджимает плотно к сетке Али Багов. Свалить Забирает пока не вторую. удается. Нет, не забрал. На какое-то мгновение лишь. Да, только вроде бы зафиксировал и тут же высвободил ногу Телек Машрапов. Можно попытаться подсечь ноги Али Багову. Но пока просто контролирует у сетки. Пробивает коленом. И отвечает тем же Телек Машрапов. Еще один удар. И да, мы видим, что Телек Машрапов достаточно неплохо отбивается. Да, едва не прихватил сетку Али Багов, но тут же вернулся к соблюдению правил и перевел Телека Машрапова. Выход на боковой контроль. Отключил одновременно одну руку. Неужели и сейчас выкрутится Телек Машрапов и сможет сбросить с себя Али Багова? Пробивает несколько ударов. Али Багов сверху наносит их. Контролирует позицию. Телек, в принципе, бить по себе прицельно не дает. Но вот плотно колено прилетает в корпус от Али Багова. В очередной раз забирает спину. Али Багов пытается выполнить удушающий, Нет! но не получается. И снова все зеркально меняется в этом поединке. Сверху уже Телек Машрапов. Великолепно пробивает по корпусу Телек. Его задача сейчас главное остаться в контроле сверху. Да, Но мы видим, извлечь из что этого Багов уже максимум. поднимается. Поднимается Багов. Трудно его остановить. Еще один тейкдаун от Али Багова. Переводит Телека Машрапова. Фулл маунт. Тут, конечно, еще функциональная готовность играет большую роль именно вот в этом противостоянии, потому что, как мы видим, технически стараются друг другу не уступать
ни секунды, ни сантиметра эти бойцы, но вот кто кого выносливее, вот в чем вопрос. 2 с небольшим минуты остаются до конца боя. Поднимается Телек Машрапов. Опять идет в ноги. И еще один тейкдаун оформляет Али Багов. Здесь достаточно сложно остаться на спине, потому что оба бойца уже достаточно мокрые. Третий раунд все-таки проводят, поэтому провести удушающий прием сзади гораздо сложнее, а выбраться, наоборот, гораздо легче. И вот выходит на болевой сейчас Али Багов, пробивает коленом по корпусу, пытается отжать руку. Телек защищается, насколько это возможно. Да. Старается выдернуть сейчас как раз-таки руку и выйти на болевой. На Кимуру Али Багов. И Получится, выходит стучит. сдача! Стучит Телек Сдача! Машрапов. Телек Машрапов проигрывает этот поединок, Али Багов одерживает победу. Но сколько трудностей он создал фавориту поединка. Это заслуживает всяческого уважения. Ну, а Али Багов оправдал свой статус в этом противостоянии. Великолепная Статус того победа. самого фаворита. Великолепная победа Али Багова. Телек Машрапов держался, насколько это было возможно в данном эпизоде, когда Али Багов вышел на Кимуру и провел ее. Мощь и, конечно, навыки, а также функции. Кимура Али Хал Багов! Наше поздравление Али Багову и уважение его оппоненту.